День за днем корреспонденты нашего канала следят за всем, что происходит у нас в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых главных ее событиях. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем» в студии Юрий Осипов. И вот о чем мы расскажем в ближайший час. Республика готовится к пожароопасному сезону. В этот период все пожарно-спасательные гарнизоны республики будут переведены на усиленный режим несения службы. В ближайшее время на местах пройдет проверка готовности по линии Рослесхоза. По линии Рослесхоза мы думаем, что мы максимально подготовились. Более 1,5 тонн гуманитарного груза отправят пострадавшим от паводка в Оренбургской области. Это уже вторая партия помощи от республики. На призыв откликнулись тысячи неравнодушных якутян и предприятий региона. До 30 апреля любой желающий может способствовать сбору гуманитарного груза. В Казахстане презентовали инвестиционный и туристический потенциал Якутии. Регионы планируют увеличить взаимный товарооборот, обмениваться информацией об инвестиционном климате и проектах. Казахстан и Якутию с давних времен связывают общие исторические и культурные формы. Решение о временном отстранении детей, не имеющих прививок от кори, от посещения образовательных учреждений, приняли в столице республики. Проблема кадрового дефицита в строительной отрасли региона. Главная тема обсуждения стратегической сессии Минстроя Якутии. На стадии обучения уже студентов берут под шефство и ставят свои дополнительные требования к их образованию. Будущий воин страны готов ко всему. В Якутии открывается региональное отделение Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин». Направлений в центре «Воин» будет много. Это робототехника и беспилотные летательные аппараты. Фильм «Карина» стал самым кассовым в Якутии. Сюжет, основанный на реальной истории, произошедшей в Якутии в 2014 году, вызвал большой интерес общественности. О стойкости девочки и героях, что вели поиски, в уникальном материале. Карина, привет, кричат. Привет, Кариночка. Якутск продолжает готовиться к предстоящим 8-м международным спортивным играм «Дети Азии». Одним из объектов, строительства которого находится на финишной прямой, является многофункциональный спортивный зал в 77-м квартале столицы республики. В будущем здесь будет детская юношеская спортивная школа. Республика готовится к пожароопасному сезону. В Якутии прошла проверка готовности со стороны МЧС. По ее результатам регион получил заключение «Ограниченно готов». До начала сезона управлением и ведомством предстоит исправить все нарушения и отклонения. Также в ближайшее время на местах пройдет проверка готовности по линии Рослесхоза. Первый заместитель председателя правительства дал поручение всем службам, задействованным в ликвидации природных пожаров, максимально подготовиться к проверке. По линии Рослесхоза мы думаем, что мы максимально подготовились. Сегодня из 28 пунктов в работе 2 пункта – это добор кадров, которые у нас, с которым постоянно у нас имеются вопросы, да, и ряд бумажных, которые должны сформировать лесничество на местах. Я думаю, что эта работа накануне проверки будет исполнена, и мы, надеюсь, выдержим эту проверку. Также и в Амгинском улусе идут работы по подготовке к пожароопасному сезону. Работы ведет амгинский филиал «Якутлесресурс». На сегодняшний день штат в количестве 25 человек набран полностью. Все бойцы прошли медосмотр, а также досмотр необходимых документов. Следует отметить, что в последние годы материально-техническая база предприятия улучшилась. В последнее время техники стало больше, штата тоже стало больше. Теперь нам необходим теплый гараж. Без гаража трудно подготовить технику к пожароопасному сезону. Призываю охотников быть осторожным с огнем в лесу. Тем более в этом году у нас большое мероприятие Эсэ-Халанхо. Поэтому, чтобы лето было спокойное, без пожаров, без дыма, без смога. Призываю всех, кто пребывает в лесу, быть осторожным с огнем. Кроме этого, в республике проводят превентивные мероприятия для безопасного пропуска талых вод. Так, в Чурапчинском улусе спасатели поисково-спасательного отряда службы спасения вместе с администрацией Наслега проводят профилактические мероприятия с семьями, которые находятся в зоне повышенного риска затопления в период весеннего половодья. Это беседы, раздача листовок и примечаний. Из 17 наслегов улуса в группе риска затопления числятся 4. Это Балугурский, Соловьевский, а также села Ожулун и Чурапча.
Уважаемые граждане, при угрозе затопления дома просим заранее предупредить по единому номеру 112 и единую дежурную диспетчерскую службу Чурапчинского района. Так, и заранее предупреждаем, что надо подготавливать соответствующие документы с домом. Это включает страховку, прописку жителей и имущество. Ну а за ходом ледохода в этом году будут следить с высоты птичьего полета. Беспилотную авиационную систему самолетного типа «Орлан-10» привлекут в этом году в ряде районов Якутии в ходе прохождения ледохода на реке Лени. Система действует на большом радиусе действия до 120 километров с возможностью передачи информации до 500 километров в автономном режиме при температуре от плюс 40 до минус 30 градусов. При этом беспилотник может находиться в воздухе не менее 10 часов при максимальной высоте полета от земли в 5 километрах. Отличительная особенность комплекса: у него имеется передвижной пункт управления на базе автомобиля повышенной проходимости. Это позволяет расчету самостоятельно выдвигаться на заданный район работы, где имеются автодороги, в том числе проселочные, и автономно выполнять полеты. Тем временем в Якутии на автомобильных дорогах Алазея и Арктика снижена грузоподъемность. С сегодняшнего дня разрешено движение транспорта весом до 10 тонн. Об этом сообщают «Дороги Арктики». Максимальная масса транспортных средств для движения по автодороге Алазеи снижена на 6 участках. Установленная минимальная дистанция между транспортными средствами составляет 70 метров. Более 1,5 тонн гуманитарного груза отправят пострадавшим от паводка в Оренбургской области. Это уже вторая партия помощи от республики. На призыв откликнулись тысячи неравнодушных якутян и предприятий региона. В течение 3 дней собрали продукты питания, в том числе муку, крупы, подсолнечное масло, консервы, печенье, конфеты. Также пострадавшим передали средства личной гигиены, медикаменты, одеяла, подушки, постельное белье и многое другое. Решено, что мы будем продлевать данную акцию до 30 апреля. До 30 апреля любой желающий может способствовать сбору гуманитарного груза, привезти что-нибудь необходимое для пострадавших людей. В Казахстане презентовали инвестиционный и туристический потенциал Якутии. В рамках Дня Республики Саха в Казахстане проходят деловые встречи сторон. Так, в рамках сотрудничества региона с Акиматом Северо-Казахстанской области подписан план мероприятий о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-гуманитарном взаимодействии. Регионы планируют увеличить взаимный товарооборот, обмениваться информацией об инвестиционном климате и проектах, оказывать содействие инвесторам в реализации проектов, а также установить сотрудничество между туристическими операторами и агентствами. Мы поднимались и, уверен, еще будем подниматься на олимпийские пьедесталы. Якутяне снимают фильмы, номинанты престижных кинопремий, включая «Оскар». Голоса Якутии звучат на лучших сценах мира, а технологичные IT-продукты востребованы на всех континентах. Мы гордимся нашим эпосом «Аланхо», провозглашенным ЮНЕСКО шедевром человечества. Казахстан и Якутию с давних времен связывают общие исторические и культурные корни. Эти общие черты отчетливо прослеживаются и в наших языках, в наших традициях. Самобытная, многогранная культура, преемственность вековых традиций, духовных ценностей, возрождение и развитие языков – всем этим мы гордимся и очень бережно храним. Прямая линия с главой Якутии Айсеном Николаевым состоится 25 апреля, накануне Дня Республики. Трансляции эфира начнутся в 19 часов по якутскому времени. В прямом эфире Ильдархан ответит на интересующие якутян вопросы, обсудит актуальные для республики темы, выскажет мнение о стратегических направлениях и новых задачах по развитию Якутии. Трансляция эфира состоится на телеканалах НВК Саха, Якутия-24, Россия-24, Радио Т-Тим, Радио России, Виктория Саха, СТВ Радио и в социальных сетях главы Якутии. Колл-центр по приему вопросов от населения работает по 25 апреля. Граждане могут задать свои вопросы по бесплатному номеру 8 800 707 43 33 с 9 до 18 часов в рабочие дни. В этом году введут в эксплуатацию 72 объекта дизельной генерации с использованием возобновляемых источников. Автоматизированные гибридные энергетические комплексы возведут более чем в 10 населенных пунктах республики. Об этом речь шла в Москве на встрече главы Якутии Айсена Николаева с первым заместителем гендиректора Русгидро Романом Бердниковым. В Якутии в отдельных населенных пунктах продолжают создавать новейшие автоматизированные гибридные энергетические комплексы. Каждый включает в себя современную дизельную и солнечную электростанции и систему накопления энергии. Все они объединены общей системой управления. Комплексы позволят экономить до 30% на поставках топлива, отметил Роман Бердников. В 2022-2023 годах новые энергокомплексы введены в 6 населенных пунктах Якутии.
В рамках модернизации мы подготовили новое современное технологическое решение, когда мы вместо старых дизельных электростанций ставим комплекс, который мы называем АГЭКи. Это автоматизированный гибридный энергокомплекс, который включает это новая дизельная станция, обязательно возобновляем энергетику, это солнце, накопители и автоматизированную систему управления. Данное технологическое решение, во-первых, это действительно инновационно современное. Данное технологическое решение позволит не просто заменить энергетику, но и позволит получить экономию от поставки топлива до 30%. В Якутии готовятся к предстоящему охотничьему сезону. Для каждого района установлены свои временные границы. Так, в Верхнеколымском районе с 5 по 14 мая, в Кобяйском с 9 по 18 мая, в Среднеколымском и Нижнеколымском районах с 10 по 19, с 11 по 20 мая охоту разрешат в Алданском, Амгинском, Мегино-Кангаласском, Намском, Нерюнгринском, Сунтарском, Татинском, Тампонском, Усть-Алданском, Усть-Майском, Чурапчинском, Хангаласском районах, а также в Якутске. Позднее на день сезон продлится в Вилюйской группе районов, а также Горном, Ленском, Алекминском и Аймиконском районах, частично в Мирнинском. В Айхале и Удачном охота начнется с 31 мая по 9 июня. С 15 по 24 мая охоту разрешат в Аллайховском, Верхоянском и Устьянском районах. С 18 по 27 в Момском районе, а с 22 по 31 мая в Жиганском и Эвенно-Батантайском районах. С 27 мая по 5 июня охотиться можно в Булунском районе, с 31 мая по 9 июня в Абыйском и Оленёкском. Со 2 по 11 июня сезон пройдет в Анабарском районе. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели». Мы продолжаем. Свыше 6 тысяч случаев ОРВИ зафиксировали в республике. Это ниже эпидемического порога заболеваемости по совокупному населению на 9%, однако отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 3%. Наблюдается преимущественно циркуляция вирусов новой коронавирусной инфекции. Суммарно от всех положительных находок на вирусы гриппа приходится 1%, на вирусы негриппозной этиологии 27%, на вирусы COVID-19 72%. Решение о временном отстранении детей, не имеющих прививок от кори, от посещения образовательных учреждений приняли в столице республики. Также ограничения коснутся студентов и работников высших и средних учебных заведений, сотрудников социальных организаций. Медицинские организации Якутска активизировали работу по иммунизации против кори. В поликлиниках продлили работу прививочных кабинетов, организовали прием в выходные дни. Ограничения не коснутся детей и сотрудников, имеющих прививки против кори или переболевших ранее. Тем временем в Якутск доставили партию вакцины от кори, краснухи и паротита. Ее распределят по медорганизациям. В течение 2 недель прививочные кабинеты будут работать до 19 часов. В выходные дни до 15. На сегодня в республике вакцинированы 20-25% детского населения от годового плана. В плане охватить 15 тысяч детей. Вакцинация проходит в 1 год и 6 лет. Не имеющих с 22 апреля временно не допустят к занятиям и работе. Жители села Бескёль с нетерпением ожидают ввода 2 социальных объектов – строительства школы на 150 мест и многофункционального центра досуга. На сегодня строительная готовность школы составляет 80%. Основной тепловой контур завершен. В декабре прошлого года было запущено правое крыло здания. На объекте работает порядка 40 человек. На днях должны прибыть еще 2 бригады. Сейчас ведутся работы по стяжке пола. Общие работы по отделочным работам завершены на 50%. По второму объекту строительства многофункционального центра есть небольшое отставание. Общая площадь здания около 3000 квадратных метров. По объекту школа 150 учащихся в селе Бескёль. Строительная готовность на сегодняшний день составляет порядка 80%. На текущий день ведутся работы по запуску левого крыла. Значит, по объекту многофункциональный центр села Бескёль. На сегодняшний день есть проблемы по грунтам, по температуре грунтов, из-за чего проведены работы по разработан проект усиления фундаментов, установки замораживающих установок. Тем не менее, ведутся работы по устройству фасада и устройству пандусов.
На стратегической сессии Министерства строительства Якутии главной темой обсуждения стала проблема кадрового дефицита в строительной отрасли региона. В рамках поручения главы республики запланировано разработать и внедрить программу обеспечения строительной отрасли кадрами до 2030 года и увеличить трудоустройство выпускников текущего года по специальностям строительной сферы. О том, как будет решаться эта задача, расскажем в следующем сюжете. Для привлечения молодых кадров в строительство давно работает программа целевого обучения. Также существуют программы по изменению или получению новой квалификации. В этом плане идет работа с инженерно-техническим институтом и организациями профессионального образования. Еще один проект, который в ближайшее время будет запущен в республике, это создание инженерных школ. Строительные компании, они на стадии обучения уже студентов берут под шефство и ставят свои дополнительные требования к их образованию. Это создает то, что когда выпускник уже выходит, он уже получает не только строительное образование, он еще получает, возможно, экономическое, квалификацию по проектному управлению и различные направления, что будет способствовать плюсам уже при непосредственной работе в этой строительной компании. Одним из главных вопросов для молодых специалистов является вопрос обеспечения жильем. И проблема стоит не только в Якутске, но и в районах. Якутия – один из лидеров Дальнего Востока по строительству жилья. По итогам 2023 года сдано в эксплуатацию свыше 700 тысяч квадратных метров жилых объектов. При этом в последние годы получить новую квартиру можно не только в собственность, но и в аренду. Уже 10 лет в Якутии реализуется программа «Движение добрых дел» по строительству арендного жилья для молодых специалистов. География программы очень обширная. Например, на сегодня строится, финансирование предоставлено в 10 районах, сельских поселениях. Да? Это 4 улуса арктических районов, и 1 северный, это Имяконский улус, и в центральных поселениях нашей республики 5 домов строится. Программа арендного жилья очень востребована по всей республике. Благодаря ей решается вопрос привлечения новых кадров. Субсидии муниципальным заказчикам на строительство объектов предоставляются по результатам конкурсного отбора. И если в 2022 году поступило 20 заявок на участие в конкурсе от 11 муниципальных образований, то в прошлом году уже 27 заявок от 16 районов. Александр Хавренко, Аэлита Махначевская, Якутск. Вопрос переселения из ветхого и аварийного жилья остается актуальным для Нерюнгринского района. Здесь реализуется масштабная программа по переселению, призванная избавить все поселения от жилого фонда, непригодного для дальнейшей эксплуатации. Новоселов из села Иенгра, которые получили ключи от новой квартиры несколько месяцев назад, навестили наши коллеги. Елизавета Максимова – коренная жительница села Иенгра, которая прожила в деревянном доме всю жизнь. Старое ветхое жилище последнее время не выдерживало низких температур, создавая множество проблем. Получив ключи от новой квартиры, у Елизаветы Ивановны начался новый этап жизни в комфортных условиях. Конечно, мне нравится в этом доме, в этой квартире тепло, зато светло, все удобства, вода горячая, холодная. На улицу ходить не надо. Во дворе копошиться не надо, снег чистить не надо, все устраивает, конечно. Плачевное состояние старого дома сменилось на теплую, солнечную, уютную квартиру, где Елизавета Ивановна с внучкой вместе делают выпечку и пьют чай за долгими душевными разговорами. Конечно, хорошо. Горячая, холодная вода под рукой и удобство в тепле. В селе Иенгра завершено строительство 3 многоквартирных жилых домов с 51 квартирой. Ведется строительство 53-квартирного жилого дома, который планируют ввести в эксплуатацию уже в текущем году. Работа в данном направлении будет продолжена. И что немаловажно, при реализации следующего этапа будут учтены пожелания граждан села Иенгра. За время реализации программы переселения из ветхого аварийного жилья на территории Нерюнгринского района с 2019 по 2023 год было введено 10 многоквартирных жилых домов. Это 359 квартир, 26,5 тысяч квадратных метров жилья. Также в этом году планируется как минимум 2 дома в городе Нерюнгри сдать, 1 дом дополнительно еще сдать в поселке Иенгра и дом в Большом Хатыми. Сегодня программа переселения реализуется в городе Нерюнгри, поселках Серебряный Бор, Чульман, Беркакит, селе Иенгра и Большой Хатыми. 11 апреля у нас в селе прошел отчет главы района, где Роман Михайлович подтвердил участие села во 2-м этапе программы переселения
И самое главное, было услышано пожелание населения о строительстве не многоэтажных домов, а домов коттеджного типа на 2 хозяев с придомовой территорией, что очень важно прежде всего для наших оленеводов села. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Жители Якутии в рамках комплексного развития сельских территорий могут воспользоваться программой социальной газификации. В планах у регионального оператора в текущем году обеспечить голубым топливом свыше 1800 домовладений. Для большего обхвата населения существует и льготная газификация. Она предусматривает единовременную материальную помощь. Для этих целей уже выделено 184 миллиона рублей из бюджета Якутии и 16 миллионов рублей из федерального бюджета. Буквально на днях правительство Российской Федерации регламентировало работу по СНТ и СОТам. Есть несколько требований. Во-первых, домовладение должно быть для постоянного проживания. Это я имею в виду в СОТах и СНТ. Также этот земельный участок и домовладение должно быть оформлена собственность. Ну и третье условие, должен быть протокол общего собрания членов СОТов о газификации. В столице республики продолжается битва с лужами. По сравнению с прошлой неделей на линию вышло больше спецтехники, а значит и работы ведутся интенсивнее. Подробнее расскажет моя коллега Вероника Таюрская. Сейчас мы находимся на Комсомольской площади города Якутска, где силами жилкомсервиса производится откачка воды. В настоящее время ассенизаторская машина поехала на сливную станцию. Ну а мы можем наблюдать то, что лужа разрослась до таких размеров, что она слилась воедино. Участков с избыточным уровнем воды не наблюдается. Ситуация находится полностью под нашим контролем. В случае выявления каких-то участков, где уровни воды завышены, происходят оперативные выезды. То есть ситуация вполне нормальная, проблем не вижу. Сегодня силами коммунальных служб была проведена откачка талых вод с основных улиц города, в том числе и с улиц Ленина, Лермонтова, Дзержинского, Хабарова. По сравнению с прошлой неделей произошло увеличение количества насосных станций до 12 единиц. В целом, с момента оттайки по сегодняшний день у нас откачано свыше 8350 кубов. Из них силами МУП «Жилкомсервис» 4000 кубов и силами подрядных организаций УПРАВ 4350 кубов. В связи с потеплением на улицах Якутска продолжается интенсивная оттайка льда, в связи с чем увеличивается и количество рейсов, выполняемых одним водителем. С центральных улиц города Якутска у нас более 200 адресов. Это весь город покрываем мы. В среднем у нас выходит 18-17 машин на откачку ежедневно. Вот из нововведений, года 2-1,5 назад мы на каждую машину установили бортовые навигационные системы ГЛОНАСС. И тем самым заранее задаем маршруты, знаем каждая машина где работает, сколько работает, с какой скоростью ездит, сколько ГСМ она израсходовала. И тем самым полностью контролируем ход работ откачки ливневых вод. Сейчас мы находимся по адресу Бабушкина, 9, где в настоящее время происходит откачка талых вод. Данный адрес занесен в реестр затопляемых мест, за счет чего происходит постоянный мониторинг ситуации. Всего у нас по промышленному округу 39 адресов, по которым ежедневно у нас специалистами управы проводятся объезды на наличие талых вод. Талые воды у нас своевременно откачиваются подрядной организацией, управляющими компаниями, а также предприятиями, которые у нас действуют в промышленном округе. Заявки в адрес управы поступают ежедневно по линии ЕДДС. Также наши граждане звонят в приемную нашего учреждения. Все заявки мы принимаем. Все ассенизаторские машины работают в круглосуточном режиме. Заявки принимаются по телефону единой диспетчерской службы, а также по номерам округов столицы региона. Вероника Таюрская, Иван Сыроколмов, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели». Мы продолжаем.
Будущий воин страны готов ко всему. В Якутии открывается региональное отделение Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания воин. В его рамках школьники и студенты смогут пройти интенсивный курс обучения военно-прикладному делу. Подробнее о работе Центра расскажет наш корреспондент. Огневая, тактическая и инженерная подготовка. Основы пилотирования БПЛА, тактическая медицина и спортивно-тактические игры. Для обучения по этим направлениям педагогическую подготовку прошли 20 человек из республики. Все они ветераны боевых действий. 8 из них закончили обучение и уже приступили к своим обязанностям. Мы в Тюменской области проходили обучение 2,5 месяца, и там нас учили, значит, управлять беспилотными летательными аппаратами, организация связи, азам тактической, огневой, инженерной подготовки, оказание первой помощи. Вот по всем этим направлениям мы будем обучать детей, значит. Региональный центр в республике будет работать под руководством командира батальона Барс-2 добровольческого отряда «Ботур», кавалера ордена Мужества Василия Егорова. Центром планируется охватить более 300 обучающихся. К лету их число увеличится до 600. В ряды обучающихся принимают любого желающего в возрасте от 14 до 35 лет. Проект у нас системный, проект у нас будет круглогодичный, поэтому у нас все наши подразделения, которые на сегодня есть, это, скажем, центр «Сосновый Бор», центр дополнительного образования, наши республиканские малой академии наук, будут размещать наших обучающихся. Напомним, что Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» был создан по поручению президента страны Владимира Путина. Главная цель – это воспитание нового поколения патриотов и защитников страны. Нужно готовить с раннего возраста наших ребят, которые будут и физически, и морально подготовлены. Это не обязательно будущие военные. Дело в том, что направлений в Центре «Воин» будет много. Это робототехника и беспилотные летательные аппараты, и в том числе и программирование. То есть мы шире смотрим на этот блок. То есть параллельно в любые смены ребята научатся, будут физически крепкими и, конечно, подготовлены по всем канонам современного общества. Помимо регионального центра «Воин» в столице Якутии в дальнейшем планируется открыть филиалы по всей республике. Образовательные площадки будут оснащены лучшим современным оборудованием. Любовь Васильева, Тимур Калмогоров, Илья Сыромятников, Якутск. Военный учебный центр готовит будущих сержантов. На базе Северо-Восточного федерального университета в центре можно ознакомиться с военной подготовкой всего за 2 года. Такое обучение равносильно федеральной военной службе. Подробнее расскажет Дарья Короленкова. Разобрать и собрать автомат Калашникова студенты в этом центре могут за очень короткое время. Здесь их обучение длится 2 года, при этом ходят на занятия 1 раз в неделю. Практическую часть подготовки они проходят в Благовещенске, где у них начинаются военные сборы в течение 1 месяца. Туда входит стрельба из боевого оружия и вождение боевых машин, а также караул и проживание. После чего студенты сдают итоговый экзамен, который позволит им получить военный билет. Так, например, один из выпускников, Дархан Афанасьев, уже завершает свой семестр в этом году. Собрать автомат для него является простой задачей. А как ты думаешь, для чего вообще нужно быстро собирать и разбирать? Ну, я лично считаю, что это больше спортивные мотивы. Главное знать именно, как он разбирается, да? Главное именно время, а также знать в случае поломки именно, как его устранить. В этом году я уже заканчиваю, мой последний семестр, выпускной, в принципе. Готов к итоговому экзамену на практике? Четко боюсь, но в принципе готов. Стоит отметить, что военный учебный центр вновь открыл свои двери только в 2022 году. Сейчас у студентов есть возможность во время основного обучения параллельно получить военно-учетную специальность. Военный учебный центр студенты поступают по своему желанию. Проходят медицинскую комиссию в военном комиссариате города Якутска и годные по состоянию здоровья к службе в вооруженных силах. Далее проходят зачет
по физической подготовке принимаем подтягивание, бег на 3 километра и бег на 100 метров. Также они доказывают успеваемость по своему основному обучению. То есть у них не должно быть задолженностей. Сейчас в военном центре учатся около 200 студентов со всех факультетов университета. Обучение по программе специальности сержанта запаса составляет 2 года, а по направлению солдата запаса – 1,5 года. Студенты обучаются по разным дисциплинам, к примеру, правилам радиопереговоров, что позволяет каждому солдату эффективно использовать рацию во время перестрелки. Интент номер 1, БМП в окопе. Конец связи. Вот включаешь, и здесь есть кнопка переговорная, и передаешь, нажимаешь до упора и передаешь информацию. С помощью этого мы передаем информацию, соответственно, и передаем и получаем информацию. В военно-учебном центре для студентов все в точности, как в армии. Обязательно военная экипировка и форма должна быть при каждом студенте. Есть учебное оружие, бронежилет и шлем, и даже боевая машина. В военном центре идет набор студентов 2 раза в год, осенью и весной. Пока обучение могут проходить только те, кто учится в Северо-Восточном федеральном университете. Дарья Каролинкова, Джулустан Иннокентьев, Якутск. В одном из наших выпусков мы уже рассказывали о протезах для участников СВО. Мы рассказывали об одном из ветеранов спецоперации, которому были изготовлены протезы за счет государства. В этот раз наша съемочная бригада побывала на тренировке ветерана и узнала о его впечатлениях. Подробности смотрите в сюжете Вероники Таюрской. Потом в обратную сторону. Обязательная разминка. Главное условие перед бегом, даже на небольшие дистанции. Ветеран специальной военной операции, сюжет о котором вышел на нашем телеканале 1 апреля, уже сегодня вышел на пробежку. На старт. Внимание. Марш! На протяжении всей тренировки компанию молодому человеку составлял лечащий врач-протезист, тщательно следивший за состоянием здоровья новоиспеченного бегуна-любителя. После занятия мы пообщались с ветераном. Именно намеренно, да, в первый раз, а так бывает ситуации, там, на автобус не успеваешь или дорогу перебежать, или еще что-то, приходится бежать. Бегать я могу. Нормально пробежал, сколько, метров 400. Возможно, буду по утрам на пробежке ходить. После тренировки наш герой отправился на трибуны, где его осмотрел врач. Вердикт не заставил себя долго ждать. Повреждений нет. Как заключил врач-протезист-ортезист Денис Малышев, его подопечный отлично справился с тренировкой. И они будут продолжать работать дальше. Данный товарищ по линии помощи Фонда защитника Отечества ему сделали протез голени беговой, спортивный, специализированный, но неплохо бегать, я вам так сразу скажу. Я даже думал, что я буду, как говорится, поддаваться, а вообще классно бегать. Мы берем его на свою курацию, наблюдаем все вот это вот. Все. Дальнейшее развитие только. Если у нашего первого героя уже видны изменения, то у ветерана специальной военной операции Павла все еще впереди. Он потерял часть правой ноги 27 марта 2023 года. Ему предстояла большая дорога по пути к протезированию. Находясь в зоне проведения спецоперации, его отправили в ближайший фельдшерский пункт, после чего уже в госпиталь в Ростове-на-Дону. Поставили промедол, соответственно, повязку. Машина была под рукой, ближайшую санчасть. Ну а там я спать, проснулся уже с перевязкой, без ноги. Уже сейчас Павел ждет лета, чтобы искупаться в реке Лени с новым протезом. Пока ветеран спецоперации ходит уверенной походкой и занимается шахматами. В скором времени он надеется заняться паралимпийскими видами спорта. У меня сейчас другая головная боль насчет документации. Я говорил, повторяться не буду. А потом, когда все более-менее в свое русло встанет, тогда уже будем дальше думать, решать. Работа по поддержке ветеранов специальной военной операции продолжается, так же, как и реабилитация с последующим вовлечением в паралимпийское движение. Вероника Таюрская, Джулустан Иннокентьев, Иннокентий Соловьев, Якутск. В рамках подготовки ко Дню Победы в Алекпинске состоялась конференция «Они штурмовали Берлин». Участники рассказали о солдатах, принимавших участие в тех боях. Подробности в следующем материале.
Чуть колышется язычок свечи, с фотографий в зал смотрят лица. Каждый из них достоин отдельного рассказа. Каждый из них принял участие в штурме Берлина. Данная тема у нас была, они штурмовали Берлин, и участники конференции рассказывали о том, как их отец дошел вот именно в 1945 году до Берлина. Следующий рассказ – новая история. С каждым словом мы возвращаем к жизни наших героев. Это не вымышленные персонажи, это деды, отцы, братья. Мой отец Савоколатов Алексей Алексеевич, Алексей Семенович и мама Павленко оба участвовали в войне. Вот, папа дошел до Бранденбургских ворот. Здесь же аэропорт был военного значения, его не брали как бронь. На войну он хотел уйти. Он уехал туда, а потом с Якутска пешком на лыжах пришел и добровольцем ушел. Так что так попал. Ну, на Курской дуге был, вот в Варшаве, Полтаве. В онлайн-конференции приняли участие не только те, кто сидел в зале. Многие приняли участие в режиме онлайн. Мои родственники, да, которые, они так и не донесли до нас, можно сказать, вот эту вот историю, да. И теперь мне приходится самой уже искать, находить информацию. И надеюсь, что я в течение, наверное, года найду и, как бы сказать, создам дерево и буду передавать с поколения в поколение своему сыну и своим внукам, надеюсь. Конференция была организована в рамках подготовки к Дню Великой Победы. Информация оказалась интересной и для такого старожила историка, как Сергей Семенович Алексеев. В социальным сетям была информация о том, что вот именно ищут родственников Алексеева и Михаила. И была помещена фотография, но никто не хотел признавать. И, наконец-то, вот именно мы узнали о том, что этот товарищ Алексеев Михаил, оказывается, родом из Абагинского наследия Алекминского района. И нам предоставили полную информацию, предоставили документальное подтверждение о том, что он родился здесь. Слегка улыбаются наши герои на фотографиях. Помнят, гордятся, знают. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели». Мы продолжаем. Фильм «Карина» стал самым кассовым в Якутии. За 8 дней проката картина собрала 26,6 миллиона рублей. Это следует из данных единой автоматизированной информационной системы Фонда кино. Сегодня «Карина» занимает второе место в топ-20 по России. Кинолента ранее уже стала рекордсменом по сборам за уикенд в истории якутского кино. Это более 12,9 миллиона рублей. Сюжет, основанный на реальной истории, произошедшей в Якутии в 2014 году, вызвал большой интерес общественности. Локации для съемок были выбраны в Алекминском улусе Южной Якутии, в местности Бусыктах, что находится в 18 километров от Олома, место, где развернулись реальные события. 4-летняя девочка 12 дней блуждала в тайге. Более 100 человек днем и ночью прочесывали местность, и только после долгих изнурительных поисков ее удалось отыскать. В работе принимала участие наша съемочная группа. О том, как искали Карину на протяжении всего этого времени, с какими сложностями столкнулись тогда спасатели и волонтеры, и какие эмоции испытали, все же обнаружив ее, в следующем материале. Мы прибыли в зону поисковых работ вместе с усилением спасателей на 3-й день поисков. К тому времени в районе поселения Алом 5 спасателей, волонтеры и беспилотники. Буквально с первых минут стала понятна вся сложность поисков. Очень густая растительность практически сводила на нет поиск с воздуха. А обилие хищников и очень холодные ночи оставляли мало шансов найти девочку живой.
Как рассказывает бабушка Карины, Тамара Николаевна Тарасова, девочка никогда далеко не уходила от дома и всегда боялась реки и леса. В утро пропажи девочки все было как всегда. Карина позавтракала, оделась и вышла поиграть. Направляющий будет те, кто по правой стороне пойдет, левый направляющий. Те, кто по левой стороне, у тех правый направляющий. Но на 11-й день еще одна серьезная зацепка. В 6 километрах от поселка найдены следы Карины. Их пристально изучают криминалисты и спасатели. Четкие отпечатки ног обнаружены на болоте, у речки и под мостом в 6 километрах от селения Алом. Видно, что Карина идет босиком в одних колготках и ищет где помягче, идет по грязи и траве. Найденные следы значительно подняли боевой дух волонтеров, которые уже начали терять надежду. Поиски продолжаются с новыми силами. В 12-й день поисков было решено проверить поля и болота в районе, где были найдены следы. Поиски очень сложные. Высокая трава и кочки могут спрятать ребенка. Поисковая партия чешет местность с интервалом в 5 метров. И уже через пару часов крик волонтера Артема Борисова из поселка Кетчи завершил поисковую операцию. Воды, воды, воды! Воды, воды! Сейчас принесу воды! Карина сидела без движения между двумя высокими кочками. Дети через некоторое время начинают прятаться от спасателей. Если бы партия буквально не наступила на пропавшую, прошла чуть в стороне, Карину могли не обнаружить. Карина, привет, кричат. Привет, Кариночка. Привет. Чай, Кариночка. Воды не надо? Чай, дайте. Торби будет, чай. Чай, это чай. О, что вам сын? О, молодец. Молодец, Кариночка. Мама, папа, говорит, ты, Карина. Мама, папа, говорит. Девочка очень исхудала. Вес, по ощущениям, едва ли с десяток кило. Но сознание ясное, память не нарушена. Реакция на разговоры и вопросы чистая. Спасатели эвакуируют Карину домой. Ребенок найден живым. Сейчас спасатели мы передадим Карину родителям и медикам. Задача выполнена. Оперативная группа Республиканской службы спасения возвращается домой. В селении Алом ребенка уже ждут врачи. Несмотря на крайнюю степень истощения и 12 дней в лесу среди гнуса и постоянного риска переохлаждения, состояние ребенка оценивается как стабильное. Очень хорошо, у нее память сохраненная, разговаривает. Да, она разговаривает, все понимает, говорит, то это хочу. Я всю дорогу разговаривал с ней всю дорогу. И все. Ты прям умничка, смелая девочка. Состояние стабильное, сердцебиение в норме, пульс учащен. Истощение организма. На вертолете Карину отправляют в Алекминскую районную больницу для предварительного обследования. Даже глядя на улетающий вертолет, дедушка Карины не может поверить в благополучный исход поисковой операции. Успех поиска – это труд 70 людей, откликнувшихся на призыв о беде. Спасателей службы спасения Якутии, бойцов столичного ОМОН, пожарных и волонтеров из Алекминска, поселков Кетчи, 1-й и 2-й Нерюктяй, Каландаришвили и Абага. Сейчас девочка уже переведена из реанимации в гастроэнтерологическое отделение. Причем, как отмечают медики, никаких последствий долгого блуждания в лесу не будет. Девочка полностью восстановится. Ее жизни ничего не угрожает. Будет находиться у нас в отделении по динамическим наблюдениям. А вот как вот ее сейчас восстановление идет? Как она получает пищу? Уже она может сама кушать? Да, у нас для этого специально есть диетический стол.
Питается она дробно, понемногу, с целью профилактики развития осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта. Ребенок полностью восстановится, и в будущем я не думаю, что у него будут какие-то проблемы. Алекминское чудо для всех участников поиска, как профессионалов, так и волонтеров, надолго станет стимулом для поиска до конца. Случай, произошедший в глухом селении Алом, дает надежду всем. Афанасий Николаев, Василий Слепцов, НВК «Саха», Якутск, Алекминский район. Якутск продолжает готовиться к предстоящим 8-м международным спортивным играм «Дети Азии». Одним из объектов строительства, которое находится на финишной прямой, является многофункциональный спортивный зал в 77-м квартале столицы республики. Подробнее расскажет Вероника Таюрская. Спорт – норма жизни. Это не только мотивирующий слоган, но и одна из федеральных программ, инициированная президентом России Владимиром Путиным. Спортивный комплекс, находящийся по улице Ильминская, что в Сайсарском округе, стал одним из 16 объектов, где планируется проведение спортивных игр «Дети Азии». Необходимо отметить, что и время сжатое было довольно-таки, да, за год. Как бы мы год назад только начали, допустим, поэтому отделка полностью шла всю зиму, поэтому понимаю всю ответственность, что у нас будут здесь проводиться дети Азии и так далее. Мы вот со всей ответственностью как бы делаем свою работу. Строительная готовность нового спорткомплекса составляет 82%. Внутренняя отделка готова на 92%. Высота потолков в универсальном зале комплекса достигает 17 метров, а площадь составляет 1200 квадратных метров. Общая площадь всего здания более 2800 квадратных метров. Отмечу, что в одном из наиболее населенных районов города, а именно в Сайсарском округе, до этого момента не было ни одного спортивного объекта. В будущем здесь будет детская юношеская спортивная школа. Там по направленности большинство будет заниматься художественной гимнастикой. Мы будем охватить именно девчонок наших, да, девочек. У нас сейчас в городе учатся свыше 54 тысяч детей. Желаемое это, чтобы в нашей школе занимают более 800 детей именно в этой школе. В многофункциональном спортивном зале будет располагаться универсальный зал, где состоятся соревнования по волейболу среди юношей на предстоящих спортивных играх, тренажерный зал, помещение для проведения тренировок по художественной гимнастике и боксу. В середине мая планируется благоустройство прилегающей территории, в том числе и озеленение вокруг комплекса. Вероника Таюрская, Илья Сыромятников, Якутск. Между тем, символы игр «Дети Азии» уже украшают торговые центры в городе. Творческая студия, создавшая «Мамонтенка» и «Бурундука», уже сейчас думает над тем, чем же удивить якутян в следующий раз. Подробнее смотрите в сюжете Дарьи Короленковой. Творческая студия известного якутского косплеера Аяла Федорова Just Pro занимается созданием символов предстоящих 8 международных спортивных игр «Дети Азии» еще с ноября месяца прошлого года. Он и его команда разработали уникальные арт-объекты, которые порадовали якутян своим необычным дизайном. Процесс очень сложный. Мы сначала делали очень долго дизайн совместно с департаментом «Дети Азии». И после этого только начали делать уже работу. Вот сейчас тоже прошла очень сложная работа. Мы приступаем к работе по спортивным объектам. Там тоже будут такие же талисманы, только по видам спорта. Чтобы скульптуры были прочными и прослужили на долгий срок, будущие арт-объекты создавались специально из пеноплекса, затем были загрунтованы и зашпаклеваны. Сначала делаем эпоксидной смолой с волокной. Мы все это смаживаем, чтобы крепко было. Потом уже идет, после этого идет шпаклевка. Шпаклюем, форму делали, потом после шпаклевки уже тоже пойдет грунтовка. После грунтовки сушим, посмотрим, что там ямы, ничего не осталось, чтобы без косяков было.
Мамонтенок Мадуны, бурундучок Саина уже сейчас встречают гостей столицы в торговых центрах Якутска. Имена героям наступающего лета выбирали и болельщики. В голосовании в социальных сетях свои идеи высказали более 2000 человек. Считается, что выбранные для талисманов имена помогут принести в копилку якутских спортсменов множество побед. Всего компания планирует создать около 50 фигур. Дарья Короленкова, Илья Сыромятников, Якутск. Такой увидели минувшую неделю наши корреспонденты. Вы смотрели итоговую программу «Якутия. День за днем». Мы продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Но я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.